Приветствую, друзья! С вами Искандер Бариев. Пока все озабочены пандемией коронавируса, президент России Владимир Путин своим указом от 20 марта 2020 года расширил перечень приграничных территорий, которые не могут принадлежать на праве собственности иностранцам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам, добавив территории оккупированного Крыма. В список вошли 19 прибрежных регионов оккупированного Крыма, включая города Севастополь, Керчь, Феодосия, Судак, Алушта, Ялта, Саки, Евпатория. Почему указ президента России является преступным? Какие последствия для крымскотатарского народа и проукраинских граждан можно ожидать? Об этом поговорим в 35-м выпуске блога Liberate Crimea. Хочу напомнить, что Крым является родиной 3 коренных народов, в том числе крымско-татарского. Современные международные стандарты предусматривают коллективные и индивидуальные права коренных народов на землю их традиционного поселения, независимо являются ли они гражданами государства-оккупанта или лицами без гражданства. Тем более за последние 237 лет крымские татары из-за российской политики геноцида вынужденно стали гражданами Турции, Румынии, Узбекистана, Таджикистана, а за последние 6 лет сотни тысяч крымских татар и проукраинских граждан, сохранив украинское гражданство, могут лишиться собственности, если не примут российское гражданство. Напомню, что в соответствии со статьей 53 Женевской конвенции о защите гражданского населения государства-оккупанту запрещается любое уничтожение движимого и недвижимого имущества, являющегося индивидуальной или коллективной собственностью частных лиц, или государства, или других общественных учреждений. Данные действия нарушают положение статьи 1 протокола 1 Европейской конвенции по правам человека по защите права собственности. Согласно статье 8 Декларации ООН о правах коренных народов, государство обеспечивает эффективные механизмы предупреждения и правовой защиты по недопущению действий, направленных на лишение представителей коренных народов своих земель, территорий или ресурсов, а также на принудительное перемещение населения в любой форме, целью или результатом которого является нарушение или подрыв любого права коренных народов. Очевиден тот факт, что Путин данными действиями пытается лишить крымских татар, как коренной народ Украины, права собственности на землю с целью замещения коренного населения Крыма на пророссийское. Статья 25 подтверждает право коренных народов поддерживать и укреплять свою особую духовную связь с традиционно принадлежащими им землями, водами и морскими прибрежными водами, а также другими ресурсами и нести свою ответственность перед будущими поколениями. Статья 26 этой декларации устанавливает, что коренные народы имеют право на земли и ресурсы, которыми они традиционно владели. Более того, статья 27 Декларации требует, чтобы государство с должным признанием законов, традиций, обычаев и систем землевладения коренных народов устанавливали и осуществляли совместно с коренными народами справедливый, независимый, беспристрастный и транспарентный процесс признания и юридического подтверждения прав коренных народов в отношении их земель, территорий и ресурсов, включая те, которыми они традиционно владели. Обязанность возмещения причиненных государством коренным народам убытков возлагается на государство в соответствии с положениями статьи 28 Декларации. А статья 30 Декларации требует, чтобы военная деятельность на землях или территориях коренных народов не проводилась, за исключением случаев, когда в ее отношении имеется свободно выраженное согласие или просьба коренных народов. Согласно статье 32, коренные народы имеют право определять приоритеты и разрабатывать стратегии освоения или пользования своих земель и других ресурсов. Власть России грубо нарушает права коренного крымско-татарского народа, поскольку без всякого согласования с представительным органом крымских татар Меджлисом был принят данный нормативный акт, который может потенциально лишить права собственности на землю многих крымских татар, которые не поддались на давление оккупанта и отказались принять российское гражданство. Хочу подчеркнуть, что в соответствии с Декларацией о национальном суверенитете крымско-татарского народа, принятой Вторым Курултаем крымско-татарского народа 28 июня 1991 года, и заявлением Меджлиса крымско-татарского народа о соблюдении неотъемлемых прав коренного крымско-татарского народа в условиях временной оккупации Крыма Российской Федерации от 17 ноября 2019 года, будь какие соглашения
решения либо действия органов власти любого государства, связанные с территорией Крыма, включая прилегающие акватории Черного и Азовского морей, Керченского пролива и залива Севаш, ущемляющие права и интересы крымско-татарского народа, коренного народа Крыма, являются неправомерными с момента их принятия либо совершения, не признаются и не будут признаны крымско-татарским народом, являются несоответствующими требованиям естественного, обычного и договорного международного права. Напомню, что 20 ноября 2019 года Крымско-Татарский ресурсный центр направлял письмо уведомления в МИД Российской Федерации, в котором информировал, что Меджлисом крымско-татарского народа принято заявление, основанное на общепризнанных принципах международного права и принятых с 2014 года актах международных организаций касательно Крыма и крымско-татарского народа. Данным указом также грубо нарушаются права граждан Украины, проживающих в Крыму и за его пределами, которые имеют земельную собственность на вышеупомянутых территориях, гарантируемые статьями 13 и 14 Конституции Украины. Крымско-Татарский ресурсный центр выразил протест и заявил, что данное решение президента России является незаконным и преступным, а Российская Федерация неправомерно использует свое законодательство с целью преследования коренного крымско-татарского народа и замещения населения оккупированного Крыма на пророссийское. Крымско-Татарский ресурсный центр призвал международное сообщество усилить давление на Россию с целью прекращения политики замещения населения в оккупированном Крыму и лишения граждан Украины их неотъемлемых прав оккупационными властями. Конечно, единственным способом полного признания, реализации и защиты прав коренных народов Крыма на землю на основе свободного, предварительного и осознанного согласия является немедленное принятие закона Украины о правах коренных народов с учетом всех соответствующих международных стандартов. Да, возвращаясь к глобальной проблеме в мире, пандемии коронавируса, 26 марта офис президента Украины обратился к жителям аннексированного Крыма и дал рекомендации, как вести себя во время пандемии коронавируса. Ведь Крым – это Украина. Не болейте. До новых встреч.